Узоры, орнаменты, знаки. Своеобразная летопись народа, его самобытная песня, исполненная в разноцветии ткани, вышивки, резьбе и других видах народного творчества. Вкладывая душу, мастера и мастерицы подмечали самое красивое в природе, отображали в изделиях окружающий их мир, наделяя эти знаки глубоким смыслом. Образы растений, животных, людей и даже космические мотивы – все это можно увидеть в тайных знаках. Растительный мир словно оживает на удмуртских нарядах и одежде дома. В кружевных узорах прячется цветок шиповника, листья клубники, рябина, ель и сосна. Последний знак украшал будничную женскую одежду. Этот узор пужим. Пужим – это сосна, а сосна – дерево долгожитель, живет до 300 лет, поэтому это символ крепкого здоровья, крепких корней. Этот узор – семейный оберег, семейное благополучие, семейный достаток. И последний узор – это легещ пущачка, девичий знак, кто-то еще называет, цветок шиповника, чтобы притянуть красоту. Символ красоты, можно сказать так. Это цветок шиповника, так ведь? Здесь самое интересное, просто возьмем вот этот цветок, как можно его показать на мужской и женской одежде. Вот, если на мужской прямо, на женской чуть-чуть повернули под угол древа. Эти знаки могут быть на свадебных айшонах. Древо жизни или знак древа. Получается вот примерно такие же знаки. Обратите внимание, узор в виде рябины. Почему? Потому что рябина была любимым деревом у удмуртов. И тогда, когда строили дом, сразу под окошком садили рябину. И было такое поверье, что рябина защищает дом от несчастий, от бед. Также, когда строили дом, вернее, когда закладывали дом, да, в углу тоже вставляли рябиновую палку. Считалось, что она защищает, оберегает. Из рябинового дерева делали музыкальные инструменты, из ягод делали кисели. И вот эта любовь к рябинке, она как раз-таки отразилась, видите, вот в этих узорах. Вообще, все эти узоры говорят о связи человека и мира. Знаки, орнаментальные мотивы – загадка. Но древние в каждом символе видели смысл, определяли статус человека. В фонде Игринского краеведческого музея хранится старинное платье удмуртов из Кировской области. Ценным элементом здесь является нагрудник – кабачи с особым орнаментом. Здесь символ засеянного поля снизу. Именно символизирует то, что девушка у нас на выданье. Символ плодородия, да, это ромбические знаки обычные, там бывают перекрестия, да, и есть, если плодородие там и засеянное поле, мы видим еще там в этих маленьких ромбиках точки, крапления такие, вот это засеянное уже поле. Земледелие, животноводство и охота – традиционные для удмуртов занятия. Потому так часто они обращались к образам животных. Особый интерес вызывает узор, имеющий древнее происхождение – вало-вало. Знак называется вало-вало или обозначение быстрого солнца. Потому что время быстро идет, надо успевать работать, надо работать как лошадь, надо торопиться. Вот. Лошадь – символ плодородия, счастья, своеобразный оберег. А в средневековых подвесках можно встретить удивительное сочетание – коня с лапками водоплавающей птицы. Образ утки в традиционном понимании тоже был особенным, сакральным. Существует миф, в котором птица, нырнув на дно океана, принесла кусочек земли. Из нее и возникла суша. Этот сюжет считается древним и объединяет разные финно-угорские народы. Считалось, что орнаменты и узоры, изображающие водоплавающих, оберегали от злой силы. Семья всегда стояла на первом месте, поэтому оберегали бесценное с помощью особых символов, которые находили свое место на одежде. А вот этот вот знак, как восьмерка, вот он, восьмерка, это пожелание счастливой семейной жизни. То есть эта восьмерка встречается и на вышивке у платка кюнсюрго,
женщина, выходя замуж, вышивала вот этот узор с пожеланием счастливой семейной жизни. Узоры для своих изделий мастерицы могли подглядеть друг у друга, но при копировании элемента обязательно оставляли особую отметку. Ткали ведь мастерицы по собственной фантазии, да, как подскажет, сами придумывали узоры. И если кто-то облюбовал, соседка пришла в гости, ей понравилось, покрывало, хочет повторить узор. Просто так повторить нельзя было. Щин медам, кищер медамлу, они должны были вот такие вот чуки нашить. И вот по этим лоскуткам чука можно посчитать, сколько копий создано этой скатерти, этого узора. Шунды-Мумы, мать солнца. Она держит в своих руках небосвод, устанавливая порядок и указывая путь. Образ божества олицетворен в височных подвесках, которые называют одним из самых выдающихся творений древних удмуртских мастеров. Это своего рода изображение божества, богини солнца, и отсылка является к более древнему пласту мифологии, когда у удмуртов были божества женщины, да, это мать солнца, мать земли, мать воды, мать небесной росы. И Шунды-Мумы, такое название, на самом деле появилось вот буквально в наши дни. Подвеска Шунды-Мумы, она сейчас является, безусловно, такой яркой ассоциацией с удмуртской культурой. Хотя, по сути, это технология булгарская, которая, то есть самые такие декоративно украшенные элементы, они явно булгарского происхождения. Загадки мироздания волновали наших предков. Они верили, что есть верхний, средний и нижний миры. Свое видение и сакральный смысл вкладывали в быт и одежду. В первую очередь знаки эти оберегающие были. Любой орнамент, да, это он что-то значит. Есть земляные знаки, которые только ниже пояса мы можем обозначать, это на подолах, да. Есть это солярные знаки, которые только не ниже груди могут быть на голове, на головном уборе, не ниже груди, на грудной части. Я всегда, когда говорим про солярные символы, солярные знаки, я всегда здесь привожу в пример подвеску. Подвеску, которая была найдена на городище Иднакар, которая выполнена в виде трехлучевой звезды. Ну или трикветры, если говорить не по-простому. Вот такие символы, конечно, были у многих народов и использовались в разных культурах. Но здесь, на мой взгляд, тоже можно говорить про уникальность находки, потому что именно в таком исполнении, когда вещь сделана из кости, это опять же мы говорим про косторезную пластику, и когда каждый луч у этой подвески выполнен в виде головы коня, а чаще всего, скажем, в западных культурах встречаются трикветры, вот эти трехлучевые символы с окончаниями в виде животных хищных, ну или каких-то мифических животных. А здесь вот опять же каждый луч сделан в виде животного, связанным с плодородием, с обновлением жизни. Одним из самых важных символов в удмуртской культуре был знак Толыжо – лунный знак в виде восьмилучевой звезды. Сложно сказать, почему именно так он называется, но если вот в качестве одной из версий, да, интерпретировать, то вообще Луна — это светило, по которому отсчитывали время, и это такой гарант постоянства, надежности, уверенности в будущем, да, потому что мы предполагаем, сколько лун пройдет, и начнется весна. Можно будет засеять поля и ждать нового урожая. Этот сильный оберег нашел главное место на государственной символике. На гербе еще один символ – образ птицы. Значение этого символа – загадка, но утверждают, что олицетворяет он одухотворенность. Тоже сам по себе тоже это символ. Символ красный, мы знаем, что это красиво, это солнце, солнцем, да, это связано. Красные, желтые, оранжевые такие цвета. И темные цвета, черные цвета – это символ плодородия. Белые цвета – это символ божественности, это чистоты. Наши предки видели красоту во всем окружающем. Звери и птицы,
цветы и травы, природные явления – все это они переносили в быт, облекали в родовые и народные традиции благодаря тайным знакам, свидетелям и хранителям далекой древности. В каждом узоре – душа удмуртского народа. В каждом узоре – неповторимая орнаментальная мелодия с ее волшебными переливами и чарующей символикой. Мелодия небесной росы.